я знаю, что ребята не профессионалы и так далее, но тогда, когда я начинал, скажем так, исполнять мавлид, то есть я специально тоже к этому не шел. Я уверен, что вы тоже к этому не идете. Нам это и не нужно. Просто мы с вами не знаем, после того, как мы окончим нашу учебу, куда мы с вами попадем, какой регион нас с вами отправит. Мы с вами должны иметь опыт, огромный опыт, вести себя подобающим образом в плане всего. Вы должны уметь у себя в районе, у себя в джамрате, где бы вы не были имамами или муфтиями, вы должны там уметь организовывать и мавлиды, и все остальное.
мусульмане призывают, восхвалят, рассказывают друг о друге. Постоянно о нем только мы говорим и говорим. Кто это такой человек? Ман хуа я ихватал ахибба. Хада Расулуллах ва Хабибуллах. Это любимец и посланник Аллаха. Говорится, что из одних достоинств пророка Мухаммада является, представьте себе, дорогие братья, что тот человек, которого нарекли именем Мухаммадом, когда он заходит, то сидящим желательно встать ради почтения к имени Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Также, если, к примеру, родители хотят иметь мальчика и вознамерятся назвать его Мухаммадом, будущим имеется в виду в утробе матери, то, иншаллах, родится мальчик по воле Аллаха. И подытоживая, хочу сказать одну историю. Жил среди сыновей израильтян некий человек, который погряз в грехах. Говорится, что где-то около 200 лет он ослушался Господа. В общем, он ничего хорошего не совершал. И люди этого человека выкинули в мусорную свалку. И тогда Всевышний Аллах не спасал откровение пророка этого времени, то есть пророку Мусе, чтобы он омыл его, завернул его ставом, совершил заупокойную молитву, должен образом, чтобы все сделал, то есть чтобы все похоронил вместе. Дорогие братья, что же послужило причиной, что Всевышний Аллах проявил такую милость этому безгрешному рабу? Оказывается, когда этот человек читал Таврат, он наткнулся на имя Мухаммад. Поцеловал это место, протер его между глазами и прочитал салат Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И Всевышний Аллах по этой причине простил ему грехи и ввел его в рай. Дорогие братья, имея хотя бы частичку любви к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, иншаллах, мы достоимся и заступимся пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И то, что мы здесь собрались в таком маджлисе, проводим такие конкурсы, иншаллах, это послужит причиной тому, чтобы мы этим радуем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И, иншаллах, в дальнейшем тоже это будет причиной тому, что Всевышний нас тоже одарил таким нравом, который был нравом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Пусть Всевышний Аллах дарует нам всем благополучие в обоих мирах и сделает нас из тех людей, которые радуют пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, каждый день. حقا
Аллах сделал нас из числа уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Уммат Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это та умма, о которой самые большие пророки даже мечтали быть из числа уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда Муса, алейхиссалям, увидел в хранимых скрижалях те ни'маты, те рахматы, которые было дано нашему уммату Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пророк Муса, алейхиссалям, сказал Всевышнему Аллаху: «Я Рабби, идж'альни мин уммати Мухаммад». О мой Господь, сделай меня из числа уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Во-вторых, также мы должны шукр делать Всевышнему Аллаху за то, что Всевышний Аллах нас сделал из числа тех людей, которые восхваляют пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а не из тех людей, которые отрицают этот мавлид. Альхамдулиллах. Однажды, когда сподвижник Али, радиаллаху анху, пришел домой засватать дочь пророка, засватать Фатиму, радиаллаху анха, он, зайдя домой, не знал, как попросить у пророка руки его дочери. Он стеснялся этого. Но посланник Аллаха знал, для чего он пришел, он успокоил, он сказал: я буду рад выдать свою дочь за такого, как ты. Но позволь, у самой Фатимы мы тоже спросим, согласна она для тебя выйти или нет? Когда зашли в комнату Фатимы и спросили, согласна ли она выйти за Али Асхаба, она промолчала, в знак согласия из-за своей скромности. Затем сказали, что Али Асхаб принес в качестве калыма, в качестве махра 400 монет. Это была огромная сумма на тот момент. Она отворачивается и говорит: на такой калым я не соглашаюсь. И сподвижники не понимают, почему она отказывается от таких больших денег. Тем более никто иной, как сам Али, принес эти деньги.
А Али Асхаб, мы знаем, какого большого уровня имел перед Всевышним Аллахом. Сразу после этого спустился ангел Джибриль, алейхиссалям, и сказал, если Фатима выйдет замуж за Али Асхаба, к этим деньгам Аллах Всевышний добавит отдельное место в раю. То есть Фатима уже при жизни знала, что она попадет в рай. Для нее там есть отдельное место приготовлено. Ей говорят об этом. Она говорит, я от этого тоже отказываюсь. Люди вообще не понимают, что происходит с Фатимой. Как можно от своего рая отказываться? Реально, люди стояли в недоумении, не понимая, почему она отказывается. Потом, когда у нее спросили, Фатима, что же ты сама себе попросила бы в качестве мать? Назови любую вещь. И в этот момент она посмотрела на посланника Аллаха, она посмотрела на своего отца и заплакала. И только пророк в этот момент знал, почему она отказывается. Только он знал, что у нее в сердце происходит в тот момент. Она сказала, меня не волнуют эти деньги, которые вы мне сегодня предлагаете. Более того, я даже не переживаю за то место, где я буду в судный день. Я не переживаю, говорит, сейчас за это. Единственное, что у меня на сердце, это то, о чем постоянно переживает мой отец, посланник Аллаха. И когда спросили, что же это, она сказала, это его ум. Что больше всего посланник Аллаха переживает за свой ум. Фатима же знала жизнь своего отца, она знала, чем он живет, она знала, чем он занимается, она знала его переживания. Она знала, что он мог за несколько часов до утреннего намаза проснуться и часами совершать намаз, часами находиться в султане и плакать, прося прощения наших с вами грехов. Она знала все это. И она говорит, если Аллах Всевышний в судный день даст возможность моему отцу заступаться за этих мусульман, за которых он так сильно переживает, за нас с вами, дорогие братья, если Аллах даст возможность заступаться за мусульман, пускай это будет моим свадебным подарком, говорит Фатима. То есть она от своего рая отказывается и просит за нас, чтобы мы в судный день не пропали, чтобы пророк за нас мог в судный день заступаться. И только тогда люди увидели ее уровень ее богобоязненности. И тогда ей было обещано и те деньги, которые Али Асхаб принес, и место в раю, которое Аллах ей обещал. И из рая была спущена райская бумага, на которой было райскими чернилами написано то, что Аллах принимает ее просьбу. Был договор, то, что Аллах обещает ей, что в судный день даст возможность пророку, алейхиссалату вассалям, заступаться за нас. Эта бумага хранилась у Фатимы. И перед смертью она попросила Али Асхаба, радиллаху анху, чтобы эту бумагу он завернул и положил вместе с ней в могилу. Теперь давайте, дорогие братья, задумаемся. Фатима, радиллаху анха, дочь пророка, которую мы никогда с вами еще не видели, которую мы никогда не слышали, которой мы никогда в жизни ничего хорошего не сделали, да и, наверное, не сделаем никогда. Даже ее нормально не знаем. Что мы знаем о ее жизни вообще? Не говоря уже о том, что любить ее. Но она ради нас от своего рая отказывалась. Она реально отказывалась от своего рая, чтобы мы с вами не пропали. Она не переживала за себя, она за нас с вами переживала. За людей, которые ее никогда не видели, и которые вряд ли ее так же любят, как она нас с вами любит. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım, ne olur bizleri affet Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım, ne olur bizleri affet Allah'ım. İbrahim'i ondan hivas eyledin, Yunus'u balından azad eyledin, Adam tövbesini kabil eyledin, bizlere de nasip eyledin.
жизнь избранника Всевышнего Аллаха, каждый ее миг является высочайшим образцом для подражания. А изучение его благословенной жизни необходимо каждому мусульманину. А как же иначе? Ведь неполноценно является верой ни у одного, пока не возлюбит он любимца Господа больше, чем себя, больше, чем свою семью, своих детей, свое имущество. Но клянусь Господом, невозможно пробудить любовь, искреннюю любовь к тому, кого не знаешь. И это обязывает каждого верующего изучать и обучать жизнеописанию того, кого не спаслали, как милость для миров. Саллаллаху алейхи вассалям. И альхамдулиллах, в наше время у нас на это есть большие возможности. Ибо в наше время даже враги ислама заняты доскональным изучением жизни пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, дабы выявить, найти в ней какие-либо недостатки полноценной сущности пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, совершеннейший и наилучший со всех сторон, из всех народов, общин, от создания мира всего до судного дня. И это является неопровержимым фактом, как для тех верующих, чьи сердца заполняются радостью, любовью к любимцу Аллаха, так и для тех сердец, которым Аллах даже не дал почувствовать запах любви к Нему. И Всевышний Аллах одарил нас огромной милостью быть из числа лучших из общин, наилучшего из пророков, саллаллаху алейхи вассалям. Безусловно, подчинение и исследование за пророком есть подчинение и исследование за своим Господом. И как Всевышний Аллах говорит в своем священном Писании: «Ты скажи, о пророк, если вы любите Всевышнего Аллаха, то следуйте за мной. Тогда Всевышний Аллах возлюбит вас, будет доволен вами и простит вам ваши грехи». مولانا حبك يجمعنا في يوم المحشر ينفعنا وفؤاد محبك قد نادى محمد حبك يجمعنا مولانا حبك يجمعنا في يوم المحشر ينفعنا وفؤاد محبك قد نادى محمد حبك يجمعنا بسم الله الرحمن الله
понаблюдать за ними и спросить их, что та вещь, которая привела их на путь исправления, на путь очищения, на путь ислама, на путь соблюдения религии, то, наверное, 90% или, может, даже все 100% скажут единогласно, что это нрав пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сам Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва иннака ля аля хулукин азим». То есть Аллах своей речью дважды дает усиление на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, является обладателем красивейших нравов. Как же он не будет таким красивым нравом обладать, если мы, кто недавно смотрел фильм про Мухаммада, то там была такая история, то, что когда Абрахат приходил и хотел разрушить Каабу, его встретил, дошла весть до Абу Мукайна, дедушки пророка, то, что угнали 200 верблюдов из его стада. Абу Мукайн встретил его за Меккой, спросил у него, почему ты так сделал, задал вопрос, попросил вернуть. Тот же в ответ на это говорит то, что ты упал как в моих глазах после этого. То есть ты не переживаешь за свое общество, ты переживаешь за свою скотину. Он говорит в ответ ему: я переживаю за то, что мое, за то, что не мое, я не переживаю. За то, что хранит Аллах, я не переживаю. Потом такого человека является пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям.
часто проводим мавлиды, но не каждый знает, что из себя представляет мавлид и какова цель от его проведения. В первую очередь, цель от мавлида – это восхваление посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И разницы нет, в какой форме мы будем его восхвалять – пением, чтением или рассказывая о нем. Также целью от мавлида является это побольше узнавать о посланнике Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И когда мы узнаем о его нравственных, прекрасных качествах, мы начинаем его больше любить. А нужно ли любить посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? На этот вопрос ответил сам посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Обращаясь к Умару, радаллаху анху, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «О Умар, твоя вера не станет полноценной, пока ты не полюбишь меня больше, чем свое имущество, больше, чем свою семью и больше, чем самого себя». Обратите внимание, дорогие братья, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, связал полноценность нашей веры с любовью к Нему. И чтобы увеличить нашу любовь, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, хотел бы рассказать немного из его жизни. В 10 году хиджры пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершил хадж. И этот хадж назвали прощальным хаджем. Во время хаджа пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обращаясь к своим сподвижникам, говорил: «Вы учитесь у меня вашим обрядам, возможно, я не встречу вас в следующем году». Когда пророк саллаллаху вернулся домой, это было начало 11-го года, пророк саллаллаху алейхи вассалям почувствовал, что болен. Его болезнь все усиливалась. И он попросил разрешения у своих жен находиться у своей жены Айши. Он находился у нее долгое время. Болезнь и головные боли все усиливались. Когда наступало время намаза, ему помогали дойти до места моления. Однажды ночью к нему пришел Билял, чтобы возвестить о начале молитвы. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает у Биляла: «Помолились ли люди?» И Билял говорит: «Нет, посланник Аллаха, они ожидают тебя». Тогда пророк с сильным жаром или лихорадкой сказал: «Выйти на меня воду». И сподвижники выполнили то, что им было велено. И пророк почувствовал некоторое облегчение, встал, но тут же рухнул на землю без сознания из-за болезни. И сподвижники отнесли его обратно в постель. Очнувшись, пророк саллаллаху тут же спрашивает: «Помолились ли люди?» Ему сказали: «Нет, посланник Аллаха, они ожидают тебя». Тогда пророк снова сказал, чтобы вылили на него воду. И сподвижники сделали это, чтобы уменьшить его жажду. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снова встал, чтобы пойти в мечеть, но не смог, опять упал. И его отнесли обратно в постель. И он находился в таком состоянии до тех пор, пока не сказал Билялу: «Скажи Абу Бакру, чтобы он помолился с людьми. Скажи, чтобы он помолился с людьми». И Билял сказал Абу Бакру, чтобы он помолился с людьми. И Абу Бакр выполнил то, что ему было велено. За все время это был первый раз, когда молитву возглавлял сподвижник при живом посланнике. Вся Медина пребывала в печали. Люди стали беспокоиться. Как это к нам не пришел наш любимый пророк, чтобы помолиться с нами? Так прошел утренний намаз, а за ним и обеденный намаз. И в течение 3 дней пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не мог встать с постели и выйти к людям, чтобы помолиться с ними. Спустя 3 дня пророк, саллаллаху алейхи вассалям, почувствовал прилив сил. Он вышел к людям, помолился с ними и обратился к ним с речью: «Воистину, Всевышний Аллах предложил своему рабу выбор между этим миром с его красой и между тем, что у Всевышнего Аллаха. И раб выбрал то, что у Всевышнего Аллаха. И он не сказал, что этот раб он. И тогда Абу Бакр начал плакать среди людей. Он плакал, потому что понял, что это извещение о смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, больше не смог выйти к людям, чтобы помолиться с ними.
محمد